Восток всегда манил любителей путешествий своей загадочностью. Теплый климат, богатое многообразие народов и культур не оставляют равнодушными. Еще совсем недавно Катар был забытой страной в Персидском заливе. На просторах тропической пустыни много веков едва выживали кочевники, а побережье славилось лишь искусными ловцами жемчуга. Сегодня, любуясь этими великолепными небоскребами и скоростными магистралями, с трудом верится, что совсем недавно нищета была основной приметой этого региона. Как оказалось, под пустынными землями спрятаны колоссальные запасы нефти и газа, и потому последние десятилетия страна активно развивается. Сегодня государство Катар занимает ведущее место в мире по запасам и экспорту газа и нефтепродуктов. В конце концов, природные богатства позволили этой стране кардинально изменить основы своего благосостояния, направив ресурсы в социальную инфраструктуру. Доха – сияющий алмаз Катара, мультикультурный город, где проживает большая часть населения Эмирата самого разного происхождения. Удивительное место, в котором небоскребы и современный ритм жизни соседствуют с древними арабскими традициями. У Катара есть своя программа национального развития 2030, одна из составляющих которой – это взаимодействие в инвестиционных и экономических отношениях с Россией. Осенью прошлого года на проходившем в Санкт-Петербурге международном культурном форуме представители России и Катара подписали соглашение о проведении перекрестного года культуры. Ведь близкое знакомство с культурами двух государств позволит укрепить не только культурные, но и экономические отношения. Презентация инвестиционных проектов, деловые встречи с бизнес-сообществом, взаимовыгодные соглашения и знакомства жителей Аравийского полуострова с богатой культурой ингушей – это программа делегации. Наша республика стала первым регионом Российской Федерации, представившая свою программу в ближневосточном государстве. Трапа самолета делегацию из Ингушетии встретили чрезвычайный и полномочный посол России в Катаре Турмахмад Холов и министр муниципального развития и окружающей среды Катара Мухаммед бен Абдалла аль-Рухмейхи. Далее по программе место, которое должен посетить каждый человек, стремящийся узнать больше о богатой культуре, археологии и наследии арабского и исламского мира, знаменитый музей шейха Фейсала бен Касима Аль-Тани. Давно мечтает превратить Катар в хранилище сокровищ мировой культуры. Своего британского музея он пока не построил, но вот местному музею позавидовали бы и именитые мировые сокровищницы. В 15 восточных залах разместились экспонаты разных времен. Чтобы собрать такое богатство, шейху понадобилось более 50 лет. Помимо крупнейшей в мире частной коллекции предметов, имеющих отношение к военной сфере, здесь хранятся уникальные коллекции ковров и редких монет,
монет, сокровища арабских рукописей, изобразительного искусства, окаменелостей, священных писаний. Есть здесь и различные предметы, имеющие глубокие корни в культуре Катара, такие как оборудование для ловли жемчуга. هذا الفطام يتنفس الأكسجين ويغلق يغطس تحت. نعم شنو مسكين يجمع المحار هنا بعدين يفتحه بالسكين. Вот сюда собирает и такой нож открывает. الحبل сейчас как вообще жемчуг الحبل بيكون هلا طويل شلون يجيبوه هلا؟ شلون يجيبوا اللول هلا؟ نفسه بالغوص. يسخ بالغوص. В музее представлено 700 ковров со всего мира. Ковры ручной работы находятся в безупречном состоянии. Мастера для их создания использовали лучшие в мире узоры, нити и красители. Они насчитывают не один век и привезены с разных континентов. Как заметил Юнусбек Кевкуров, все национальные музеи должны иметь такой же стиль и оформление. взяли прямо, там немножко обработали, вот немножко. Колосы камни. Красиво смотрится, да? Да, вот видно. Для музея, может, так и надо. А вы национальный музей, Исламское искусство занимает целых 8 залов музея. Один зал посвящен исламскому текстилю, второй – исламским рукописям, третий – исламской живописи, четвертый – исламской каллиграфии. Глава Ингушетии, находясь под большим впечатлением от увиденного, признался, что впервые видит такое великолепие. Здесь можно целыми днями ходить, не соскучиться. أنا بصراحة لست من المحبين أن أرى المتاحف ولكن عندما رأيت متحفك أصبحت أحب هذا الشيء. Очень красивый музей создания. شيء جميل جدا. Совершенно разносторонний. وتجد في هذا المتحف أشياء مختلفة. В этом музее сочетание, в первую очередь, вот такой толерантности к различным религиям мира. رأيت أن هناك يعني تفهم من كل أديان العالم يوجد لها. В этом музее как раз сделано такие площадки, где все народы почти представлены, их هناك культура. مساحات تقريبا يعني ثقافات مختلف الشعوب. И в этом музее каждый может для себя найти очень интересные экспонаты. ولما المفيد ذكره ان في هذه المتاحف يمكن ان يستطيع اي شخص ان يجد لنفسه شيء جميل يعني. Я не знаю, есть ли в мире, может быть, такой музей, где во всех отношениях, по всем направлениям, прямо с древности взять по сегодняшнее время. في العالم يوجد مثلا متحف تجد فيه مختلف الشعوب العالم منذ القدم الى الان. وجدت هذا الشيء هنا. Такое, чтобы с древности взять это все и на сегодняшний день это все представить, показать. وخاصة رأينا أمور قديمة جدا ولم نتوقع وجودها وأن رأيناها في متحف جديد. Как мусульманину понравился очень сильно зал исламской культуры. أنا كرجل مسلم أعجبت في قاعة الفنون الإسلامية. Но для себя сделал вывод, что уважаемый шейх, который основал этот музей, он глубоко порядочный, богобоязненный и интернациональный человек. Имеющаяся в музее коллекция автомобилей захватывает дух. Ретро-автомобили, кареты, повозки, велосипеды и даже самолет. Особый интерес посетителей вызывает паровая машина 1858 года. Невероятно, но все они находятся в рабочем состоянии, они просто стоят в музее. Один из автомобилей полностью разукрашен подписями глав различных государств, почетных гостей музея, которые в разное время побывали в этом храме арабской культуры. Расписался на ней и Юнусбек Кевкуров.
главных событий деловой части программы стало заседание Торгово-промышленной палаты государства Катар. До начала встречи Юнусбек Евкуров подробно рассказал о той продукции, которая расположилась в выставочном павильоне под названием «Сделано в Ингушетии». Горный мед, яблоки, молочная продукция и многое другое. Достижения ингушских аграриев были представлены в широком ассортименте. Кроме того, здесь расположились образцы продукции и промышленного производства. Весной будет в Москве выставка «Арабия Экспо». السببية يكون هناك المعرض في موسكو. И там мы будем более расширенно выставлять. وإن شاء الله يكون هناك العرض الأوسع. Участие во встрече принял посол России в Катаре Нурмахмад Холов. Со стороны ингушской делегации присутствовали председатель Российско-Катарского делового совета при Торгово-промышленной палате Российской Федерации Ахмед Паланкоев, министр экономического развития Республики Ингушетия Умалат Таршхоев и другие. В ходе диалога катарским бизнесменам презентовали инвестиционный потенциал Ингушетии. Министр экономического развития Умалат Таршхоев назвал основные преимущества региона – хорошее географическое расположение, климат, экология и налоговые льготы в отношении предпринимателей. Для развития совместного бизнеса мы имеем качественную современную инфраструктуру, которая представлена аэропортовым комплексом, авто- и железнодорожными магистралями. С точки зрения логистики это позволяет обеспечить оптимальные способы транспортировки грузов. В республике сформированы механизмы всесторонней поддержки бизнеса. Принят ряд нормативно-правовых актов, предусматривающих различные формы государственной поддержки, в том числе предоставление налоговых преференций, земельных участков, готовых зданий и сооружений, снижение арендной платы на недвижимое имущество на 95%. В своем выступлении глава Ингушетии Юнусбек Евкуров отметил, что отношения между Россией и Катаром дают стимул совместно работать и продвигать те проекты, которые важны для наших государств. Тем более российский рынок еще не освоен Катаром. Это открывает перед Ингушетией, как субъекта России, новые перспективы. В основном речь идет о развитии агропромышленного сектора экономики. Эти отношения начали развиваться благодаря встречам и хорошим отношениям между нашими руководителями государства и президентом страны Владимиром Путиным и его высочеством эмиром Катара. После официальной встречи наших руководителей в последующем нами всем была установка заниматься в том числе и отношениями, развитием наших отношений и, конечно, искать пути инвестиционного выхода из движения наших государств. Правительство Российской Федерации и лично Владимир Путин призывает глав регионов России к сотрудничеству с иностранными государствами, особенно с арабским миром. Особенно подчеркнуто по отношению к государству Катар и для экономического взаимодействия и для инвестиционного взаимодействия, в целом для межкультурного обмена. Мой визит, он сегодня несет ознакомительный характер, в том числе мы в рамках Года культуры России в государстве Катар первые своими творческими коллективами открываем выступлениями сегодня и завтра на концертах здесь, в Дохе. Но я сейчас хотел бы больше сказать про наши возможности Ингушетии как одного из регионов России по инвестиционной привлекательности. Та помощь, которая оказывается регионам России, федеральным центром, и та постановка задач по взаимодействию с иностранными государствами позволяет нам сегодня выходить на международные рынки. Мы сегодня по многим направлениям имеем возможность обеспечить государство Катар и на 100%, и на 80%, и на 60% различными продуктами. У нас большие возможности в других секторах промышленности. Часть здесь представлена на выставке, есть буклеты по этому поводу. И, конечно, особо мы бы хотели видеть инвесторов вашего государства в туристической отрасли нашей республики. Условия совершенно выгодные, удобные и в корне отличающиеся от других международных условий, если брать те отношения, которые сегодня складываются между нашими странами. Для инвестора меньше, чтобы было рисков
Мы можем представлять готовую продукцию, и только чтобы инвестор мог отвечать за экспорт товаров. Можем представить взаимовыгодные соглашения в долевом участии с тем бизнесом, который уже есть в республике. Или же можем представить площадки для начала бизнеса с нуля. Также в ходе переговоров с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Мухаммедом Ахмедом Туар-Аль-Кавари глава региона заявил, что Ингушетия готова полностью обеспечить Катар поставками питьевой воды. Бизнес-сообщество Катара, в свою очередь, выразило готовность участвовать в реализации различных проектов, в том числе и долгосрочных. В России всегда есть очень много возможностей для инвестирования и очень достаточно стремительно развивается бизнес. И мы всегда открыты для сотрудничества с зарубежными партнерами и считаем, что наше сотрудничество с Российской Федерацией также может распространиться и на Республику Ингушетия. Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере туризма. Мы сегодня ознакомились с возможностями по развитию сотрудничества в продовольственной безопасности. По итогам беседы стороны договорились о создании рабочей группы по продвижению проектов на территории Ингушетии, что положит начало эффективному сотрудничеству в таких областях, как агропромышленный комплекс, малый бизнес, туризм и жилищное строительство. Эти направления на сегодняшний день являются ключевыми для развития экономики Ингушетии. А в ходе рабочей встречи с министром энергетики и промышленности Катара Мухаммедом бен Салихом Асадой глава Ингушетии Юнусбек Евкуров высказал идею об участии катарских инвесторов в строительстве малых генерирующих станций в республике, как по горным рекам, так и на равнине. По его словам, еще одним немаловажным вопросом является развитие промышленных объектов на территории региона. Юнусбек Евкуров отметил, что в Ингушетии есть ряд предприятий, которые могут заинтересовать катарских бизнесменов. В частности, это экспорт продукции завода по производству энергосберегающих лампочек, полимерного завода и предприятия по производству алюминиевых радиаторов. Встреча главы Ингушетии Юнусбека Евкурова с эмиром государства шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани стала ключевой в этой поездке. По словам Юнусбека Евкурова, правительство и президент Российской Федерации поощряют сотрудничество регионов с иностранными государствами, особое место среди которых отводится странам арабского мира. Те вопросы, которые мы с ним обсуждали, то, что мы планировали обсудить, до встречи с эмиром было видно, что мы, встречаясь с премьер-министром, с министрами, они уже задачу эту получили от него. И вот сейчас он наглядно еще раз продемонстрировал о том, что надо развивать связи с Россией, в том числе с Ингушетией, и надо серьезно нарабатывать в этом направлении без промедления прямо вот сейчас. И все наши предложения, которые мы дали, он принял, еще добавил от себя. Видя надежность России и видя, какое отношение у Владимира Путина к государству Катар, хотят закрепить эти отношения, в том числе между Владимиром Владимировичем и между его высочеством эмиром Катара, закрепить эти отношения вот такими хорошими проектами. Эмир, в свою очередь, отметил необходимость развивать дальнейшие отношения с Россией, в том числе и с Ингушетией, и принял предложение о сотрудничестве, которое представила ингушская сторона, предложив работать по двум направлениям – по линии продовольственной компании «Хасад Фуд» и непосредственно по линии агентства, которое специализируется на инвестициях в энергетику, инфраструктуру и гостиницы. Кроме того, шейх Абдулла бен Сауд Аль-Тани заявил о готовности полностью профинансировать строительство международного терминала аэропорта Магаз в Ингушетии. Детали этого и других проектов планируется обсудить во время ответного визита делегации Катара в Ингушетию.
существует много необычных музеев. Одни поражают своими коллекциями, другие – своим внешним дизайном. Одним из самых необычных зданий музея по праву можно считать Музей исламского искусства в городе Доха. Посетить его посчастливилось в заключительный день визита ингушской делегации в Катар. Это американец. الصيني الأصل Китайский происхождения. الذي يعتبر من أشهر مصممي المتاحف في العالم. Это один из лучших, кто создает таких музеев в мире. وإحدى أهم المباني التي صممها في حياتي هي الهرم الزجاجي في متحف اللوفر في فرنسا. Это пирамид из стекла, который сделан во Франции, это как раз в Европе. طبعا تصميم هذا المتحف مستوحى من جامع في مصر يسمى جامع أحمد بن طولون. Вот это то, что вы видим, это в зале от мечеть, который в Египте называется мечеть, что смотрите? أحمد بن طولون. Ахмад ибн Толон, почти такой же мечеть, в зале сделан из него вот такой музей. والمتحف عبارة عن 5 طوابق. Это 5 этажей. Внешний вид здания выполнен из белых каменных блоков, построенных в гармоничную пятиэтажную башню с крыльями в виде длинных террас, украшенных арочными окнами и в арабском стиле. Дизайн самого здания, окруженный водой, поражает своей архитектурой. Строение настолько уникально, что позволило сочетать самые современные технологии с традициями арабской архитектуры. Кажется, что это шикарная частная вилла одного из шейхов, а вовсе не музей, где собрано большое разнообразие интереснейших коллекций. Здание музея было построено в 2007 году по проекту американского архитектора Рафаэля Виньоли в тихой гавани на одном из частных островов. К входу в музей ведет аллея из пальмовых деревьев с водопадом. Внутри, в холле и залах с экспозициями здание также имеет стильный, но в то же время лаконичный интерьер. Все тут светлое, стерильно чистое. Экспозиция из более 10 тысяч произведений исламского искусства, а также древние рукописи Корана и работы современных художников. И здесь написано, то, что сделано, приносит пользу. طبعا هذا صنع لأن العراقيين استطاعوا أن يأتوا بشيء يماثل للبورسلان الصيني الأبيض. الفخار الأبيض الصيني. Это было сделано после того, как китайцы изобрели нежность из белой глины. وهذه القطعة عبارة عن رسالة المتحف للزوار ما عمل مقصد به المتحف. И здесь это как бы наш является визитной карточкой, так как здесь надпись сама тоже это дает определение то, что сделано. Это 9 век. В музее представлена коллекция предметов исламского искусства, собиравшаяся с конца 1980-х годов, включающая в себя также рукописи, образцы текстиля и керамики. Это одна из самых полных коллекций исламских артефактов в мире, предметов, найденных или ведущих свое происхождение из Испании, Египта, Ирана, Индии и других стран. И монголы здесь правили с 16 века по 19 век. وطبعا القلادة مصنوعة من اليشم هذا الحجر الكريم الأبيض يسمى اليشم. Сделано из белого камня, данный камень называется камень Ешем. واللؤلؤ И также жемчуга. والزمرد والياقوت. Из изумрудочка она сделана из золота. طبعا ومن الأمام Выставочные залы спроектированы таким образом, чтобы не отвлекать внимание от экспонатов. В этих залах царит мягкий полумрак, но сами экспонаты хорошо освещены направленным светом. В завершении прогулки складывается впечатление, что основная задача этого места заключается не в демонстрации экспонатов, а в эпатаже музея – поразить посетителей грандиозностью самой постройки. Собственно, она сама и есть главный экспонат этого музея. Тот опыт, который мы сегодня увидели, как это должно выставляться, как это должно подаваться зрителю,
какие надо использовать витрины, какие могут быть представлены экспонаты в контексте исламского искусства. Это для нас было очень важно и очень полезно. И поэтому с руководством музея мы переговаривали на тему создания такого же музея, аналога этого музея, либо зала, такого посвященного исламскому искусству в нашем музее краеведения. И наши коллеги, здешние представители руководства и сотрудники сказали однозначно, что они готовы в любой форме оказать нам содействие в создании вот такой экспозиции, посвященной исламскому искусству. Поэтому я думаю, что и в этом плане наш визит здесь был очень полезным, очень важным. Лучшее место для изучения культуры какой-либо страны – это рынок. В Катаре это рынок называется Вагиф. Есть у него одна интересная особенность. Сам по себе комплекс достаточно новый. В прошлом на этом месте собирались бедуины и продавали свой товар. При строительстве архитекторы решили воссоздать атмосферу древнего восточного базара. Абсолютно все постройки рынка выполнены без использования современных строительных материалов. Только дерево, камень, бамбук, солома и глина. Здесь найдешь все, что может предложить Восток. Ткани, специи, благовония, традиционную еду и ювелирные изделия. Ну а после долгой прогулки стоит попробовать блюда местной кухни в одном из многочисленных ресторанов. Встретить в Дохе ресторан национальной кухни – дело непростое. Дело в том, что местные кулинарные традиции практически полностью вытеснены кулинарными традициями соседних стран. Потому современная национальная кухня представляет собой уникальное сочетание индийских, пакистанских и арабских блюд. Интересно, что в этой кастрюле? Думаю, это баран. Искрометный танец, национальная музыка, традиционные ингушские наряды и живопись. Ингушетия открыла год культуры России в Катаре большим концертом творческих коллективов. Так наша республика стала первым российским регионом, представившим свою программу в Катаре в рамках перекрестного года культуры России и Катара. В культурной деревне Катара в драмтеатре была развернута национальная выставка. Вниманию посетителей представили живопись, свадебные наряды, старинные костюмы, предметы быта, изделия народных промыслов ингушей. Наша делегация, культурная делегация была весьма представительной. Нас всего было 55 человек, и мы представляли очень большие грани, огромные грани нашей культуры, начиная от, как я сказала, живописи, декоративно-прикладного искусства, заканчивая нашей хореографией и песенной культурой. В программу концерта, который проходил 2 дня в одном из самых престижных
залов Катара – это Национальный драматический театр города Дохи. Входили как хореографические номера, так и вокальные номера. Ну и еще особенным мазком, конечно, был инструментальный номер композиции «Аса» в исполнении автора Тимура Дзейтова, ну и сопровождающей его группы «Лам». Все-таки решили остановить свой выбор на живописи и декоративно-прикладном искусстве, потому что оно всегда интересно, всегда актуально, и прежде всего оно показывает наш национальный колорит, наши национальные пристрастия именно в культуре и духовную, и материальную. Украшением зала стали традиционные национальные костюмы. Это средневековый костюм. Мы можем увидеть с национальным орнаментом изображенный, а также с национальным поясом. А также у нас выставлены куклы, тоже в национальных костюмах. На этих куклах мы можем увидеть традиционные костюмы, средневековые костюмы. Сами по себе работы очень интересные. Здесь же художники и мастера республики знакомили жителей Катара с традициями региона, современным творчеством и ремеслами Ингушетии. Не меньший интерес у посетителей вызвали картины из рыбьей кожи Лиды Оздоевой. Здесь представлены более 20 ее работ. Например, вот эту картину знаменитый музей Катара Лида создала специально для этой поездки. На картинах художницы цвета выглядят естественно, как будто образы написаны красками. А это получается благодаря использованию кожаных лоскутков различных формы и цвета, которые потом подчищаются ножом. Здесь у меня кальмар, кожа кальмара с семгой. Мне захотелось что-то такое солнечное подарить. Знаете, как? В какой-то теплой стране сегодня находимся. Настроение такое солнечное, поэтому как-то... Вся эта красочная экспозиция, так много рассказывающая о незнакомой культуре, приятно удивила жителей Катара. Très intéressant avant le concert de pouvoir observer la culture et notamment les costumes parce que nous en France on aime bien les habits et les fashion shows et je suis là ici avec ma fille donc ça nous intéresse beaucoup de voir les costumes traditionnels qui sont colorés pour certains, brillants, flashy et très agréables à voir. До концерта ей очень интересно посмотреть и узнать больше о культуре, картины, тоже традиционные платья, очень ей понравились. Ей понравились тоже цвета разные, некоторые с блестящими цветами, некоторые чуть поскромнее. И она из Франции, там в Франции очень они интересуются разными культурами. И она приехала сегодня с дочкой тоже, чтобы ей показать эту культуру и посмотреть концерт. Поражает умение мастеров и картины писать, и костюмы очень интересные. Нам очень приятно, что с нашей родины приехали. Выставка очень понравилась, картины. Дети очень довольны. Впервые, на самом деле, в Катаре это первый раз происходит. И увидят свой народный концерт, лезгинку дети. Мы очень рады. Далее всех желающих пригласили в концертный зал. Ритмы национальных ингушских мелодий завершили знакомство с культурой и традициями Ингушетии. Наверное, символично, что после встречи официальной президента России Владимира Путина и эмира Катара Его Высочества в Москве первые мероприятия, такие знаковые, начались с культурных программ. Культура нужна во всех сферах жизни человека, и в религиозной, и в светской деятельности, в общении между людьми, между общинами, особенно между государствами. У нас хорошие творческие проекты и программы. Я надеюсь, что
для зрителей, не только тех, которые сейчас в зале присутствуют, но и тех, которые видят это в соцсетях или на телевидении, понравится выступление наших коллективов. За неполных 2 дня пребывания в вашем государстве мы восхищены и добротой, и гостеприимством вашего народа, и достопримечательностью, и красотой, и бытом жизни народа Катара. Зажигательный номер государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» задал ритм концерту, подарив публике хорошее настроение. Далее на сцене сменяли друг друга самые яркие номера с участием артистов ингушской эстрады. Народный артист республики, композитор и исполнитель Тимур Дзейтов, заслуженные артисты республики Алаудин Исмурзиев и Лемон Альгиева и другие. А финалистка телевизионного проекта «Голос. Дети» Рагда Ханиева в качестве подарка исполнила песню на арабском языке. Кавказская, она сама по себе зажигательная очень. Ребята очень постарались, было видно, что на самом деле они выкладывались. Танец с мячами, искры летели, когда танцевали, пот летел. Супер, очень понравилось. Мы очень благодарны, что вы вообще смогли приехать. И концерт был очень грамотно составлен. И песни были, и танцы были. Нам очень-очень понравилось. Машаллах, и ждем вас снова. Очень масса впечатлений, эмоции, которые передавали артисты, просто взбудоражили весь зал. Все топали ногами, там что-то сжимали руки во время танца мужского, да, и очень красиво танцевали девушки, удивительно. Я из Казахстана, я работаю и живу в Катаре. В танцах вы рассказали про свою традицию, про свою культуру. Мне это очень понравилось, я горда тем, что вы приехали. Впечатлило выступление Рагды. Танцует зажигательно, замечательно. Я приехала очень вкусно. Уже который год мне здесь очень нравится и народ хороший. Все хорошо, спасибо большое вам за концерт. Таким было двухдневное путешествие в эту удивительную страну, жители которой тепло и радушно встретили нас. Путешествие, которое положит начало тесному сотрудничеству двух государств.